Вынікам іх няўрымслівасці і цікавасці да навукі, творчасці і спорту сталі ўзнагароды ад кіраўніцтва выканаўчай улады города. Конечно, в каждом учреждении образования на уровне отдельного региона, администрации района, города ведется банк данных одаренной молодежи, разрабатываются различные программы преемственности. Мы стараемся выявлять и работать с детками, начиная с детского садика. Потом плавненько этих деток передаем в учреждение общего среднего образования. Лепшыя вакалісты, спартсмены, прызёры абласных і рэспубліканскіх алімпіяд атрымалі ўзнагароды ў 4 намінацыях. Творчасць, лідар, спорт і навука. Усяго было 120 удзельнікаў, але сертыфікат на суму 150 беларускіх рублёў дасталіся толькі 20. Для Ангеліны Маляўка гэта ўжо не першая ўзнагарода. Я участвовала в конкурсе «Поколение Next» в городе Москва, Россия. Также в отборе на фестиваль в Италии «Санремо Junior» в Украине. Прошла на слепые прослушивания «Голос дети» в 2015 году. В различных белорусских, также республиканских конкурсах побеждала. Так само усіх присутных чакали солодкие подарунки. Большое спасибо Брестскому исполнительному комитету, а также администрации города и Московского района за такие прекрасные подарки. Пожадать поспехов и повіншаваць з новогодними святами пришли представники городской выканаўчай улады. Я, ребята, вам, спортсмены, желаю успеха в спорте. Прославляйте свою фамилию, прославляйте свою школу, прославляйте город Брест, прославляйте Республику Беларусь. Каб ісці да сваёй мэты, трэба шмат працаваць і верыць у сябе, лічыць Данила Гендель. Успех – это не когда ты побеждаешь, тебе вручают награды, а успех – это когда ты видишь, что твоя цель, твое настоящее желание, оно потихонечку реализовывается, люди начинают о нем сами говорить, и это превращается в жизнь. Алена Пашкевич, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».